Добрый вечер. 27 октября, 608-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Очередной перенос судебного заседания по делу Таира Смедляева и Эдема Османова. Сегодня в суде армянское заседание по рассмотрению дела 3 мая, когда крымские татары встречали своего национального лидера Мустафу Джемилева, перенесли на эту пятницу, 30 октября. Сегодня не явился свидетель. И так как он оказывается там, личность, которая вообще, скажем так, не может покинуть свое рабочее место, судебное заседание приняло решение провести опрос свидетеля в режиме видеоконференции. Гражданская блокада продолжается. Сегодня 38-й день Крымского Майдана. Как дежурят активисты и есть ли проблемы на блокпостах, узнавали наши корреспонденты. Сюжет мы покажем позже. На Чонгаре готовят акцию возмущенных крымских татар. По информации, поступившей на наш телеканал из штаба гражданской блокады Крыма, завтра, 28 октября, около 10 часов утра в районе пропускного пункта Чонгар планируется проведение стихийной акции протеста против блокады. Причем эта акция организована непосредственно из Крыма. Как сообщили АТР в штабе, по их данным, в акции планируется задействовать часть таксистов и предпринимателей Генического района общей численностью в несколько десятков человек. Организацией данной акции, по сведениям членов штаба, неофициально занимается бывший глава Генической РГА, а ныне руководитель одной из марионеточных крымско-татарских организаций на полуострове Ситумир Нимитулаев. Человек, аффилированный со спецслужбами Российской Федерации. Хотя господин Нимитулаев после аннексии проживает в Крыму, на территории района продолжает работать курируемый им бизнес, а за таксистами следят смотрящие от бывшего хозяина района. Сегодня 2 года, как председателем Меджлиса был избран Рифат Чубаров. В 2013 году на выборах председателя Меджлиса наблюдалась состязательность. Выдвинули 2 кандидатов – Рифата Чубарова и Ремзи Ильясова. Тогдашний бессменный глава Меджлиса Мустафа Джемилев от участия в выборах отказался. Чубаров победил с отрывом в 12 голосов. За него проголосовали 124 делегата Курултая. За оппонента Ильясова – 112. Тогда он заявлял, Меджлис должен стать исполнительным органом, а Курултай – законодательным. Сейчас на фоне заявления о том, что Меджлис необходимо запретить и признать экстремистским, он ничего не комментирует. Предлагаем послушать его комментарий, записанный перед выборами председателя. Наиболее вероятная кандидатура – это Мустафа Джемилев. Я буду продолжать об этом говорить и с ним разговаривать, чтобы он все-таки согласился довести начатое, очень важное, очень значимое для крымских татар это дело проведения международного форума. Конечно же, если он в конце концов скажет, я не буду, возьмет самоотвод на Курултае, то если мою кандидатуру предложат делегаты Курултая, я, по крайней мере, самоотвод не буду брать и, как бы сказать, буду бороться за быть председателем Меджлиса. При этом я, как бы председатель Меджлиса, не соизмеряю эту должность якобы как с лидером крымско-татарского народа. И я считаю, что эта структура, эта организация, она должна действовать как структура, как учреждение, можно так сказать. И я готов ее возглавить и организовать системную работу с соответствующими полномочиями, ответственностью и тому подобное. Общественный деятель, журналист, продюсер, дипломат по профессии, уроженка Керчи имени Джеппар стала советником главы министра информационной политики Украины по Крыму. Как отметил глава ведомства Юрий Стеть, ключевыми задачами Джеппар будет обеспечение противодействия сворачиванию свободы слова в Крыму и распространение украинских СМИ в крымском информационном пространстве. Отже, Еміне, радий, що нарешті з нами. Єдине, що я можу ще додати, крім всіх компліментів, що Еміне є, крім того всього, мамою 2-місячної дитини. Але, як вона мене запевнила, це не завадить їй на фултаймі працювати в міністерстві. І що ключове, не працювати, а виконувати свою місію патріота в тому, щоб анексований Крим повернувся
до Украины. Согласно крымско-татарской традиции, я не могла обойтись без благословения своих родителей, потому что эта позиция, она делает невозможным мой въезд в Крым, к сожалению. Поэтому, естественно, решение по принятию этой позиции было непростым. Также мы думаем делать ряд видеопроектов, которых мы уже частично делали. Конечно же, главным будет и мультимедийная платформа «Иномовлення». Мы планируем создать крымско-татарскую редакцию в рамках этой мультимедийной платформы. В Крыму насчитывается от 25 до 35 тысяч самовольно возведенных объектов капитального строительства. Об этом заявил главный архитектор Крыма Александр Кузнецов. Решение об их сносе или легализации примет специальная правительственная комиссия, которую возглавит вице-премьер российской администрации Крыма Михаил Шеремет. Архитектор также сообщил, в первую очередь будут сносить объекты, которые опасны для человека, а также те, которые были возведены в охранных зонах. Все остальное будет пересматриваться по вопросу узаконивания на каких-то условиях. Золотая рыбка по-крымски. На рынках полуострова появилась свежая керченская хамса. Правда, за килограмм просят 200 рублей. Это 72 гривны. Почему жители республики, которую омывают два моря, Черное и Азовское, должны платить такую цену за рыбу, выясняли наши корреспонденты. Продавцы рыбы объясняют, ничего сенсационного не происходит. И в прошлом году цена на первые партии свежей, а не мороженой керченской хамсы была 200 рублей за килограмм. Как правило, через недельку-другую она начнет падать. Если похолодает, то начнется путина. Ее начнут ловить в больших количествах. В прошлом году за неделю цена упала с 200 до 80 рублей за килограмм. А подорожало, знаете почему? Потому что это свежее. Ну, в смысле не мороженое, а свежий продукт, солится сразу. На прилавках рыбных павильонов из крымской рыбы сейчас только бычок – 100 рублей за килограмм. Есть и кефалия, и пеленгаз – 270 рублей. Остальная рыба, отмечают продавцы, привозная. Причем зачастую дешевле, чем местная. Мороженый хек из Аргентины за 230 рублей за килограмм. Исландская скумбрия по 400. Продавцы объясняют, эта рыба выращивается на специальных фермах и кормах, а крымская ловится в море. Поэтому и ценится дороже. Соответственно, даже учитывая затраты на доставку, зачастую выходит дешевле крымской. Некоторые крымчане ценами недовольны. Из-за продуктовых санкций стали возить рыбы меньше, товара стало меньше и цена стала расти. Я считаю, что это не наша российская рыба. Я так думаю. Что это привозная, а привозная рыба, она стоит намного дороже. Если бы была наша рыба, какие у нас моря, океаны, ребята, мы же раньше рыбу, это копейки стоила рыба. Дорадо великолепная, и сибас, и мурманская треска, и хек. А сейчас много пошло еще и крымской рыбы, судачок, пеленгаз. Так что с рыбой у нас сейчас все нормально. Нормально. Да, раньше было хуже. Цены и так высокие. Надо бы подешевле. В этом отношении, конечно, безобразие. Но все же, по прогнозам специалистов, в этом году цены на сезонную рыбу не будут кусаться. Погодные условия в Керченском проливе обещают быть благоприятным для вылова барабули и хамсы. В прошлом году стартовая стоимость барабули на керченском рынке достигала 700 рублей за килограмм. Рефат Алиев, Рустем Усманов, Заман, АТР. Сюжет с гражданской блокады Крыма готов к эфиру. Доброго дня. Громадська блокада Криму. Відкрийте, будь ласка, багажник. Відкрийте задні двері, будь ласка, багажник. Щасливої дороги. Дякую. Наиболее интенсивное движение автомобилей на пропускном пункте Каланчак. Здесь дежурят активисты правого сектора батальона «Херсон», с ними также правоохранители. За день проезжает более сотни автомобилей. Обустроили на блокпосту и своеобразную информационную доску с правилами провоза продуктов на полуостров. Нет, мы на человека пропускаем, 50 килограмм на человека. В принципе, это все согласовано со штабом. Есть инструкция, которая, каждый проезжающий может с ней ознакомиться. Командир блокпоста с позывным «Самурай» рассказывает, если все же люди везут сверх нормы, ищут и другие варианты. Оставляют какую-то часть груза, скажем так, на хранение. Потом по возвращению
по расписке она выписывается в 2 экземплярах. Они обратно получают свои вещи и не возникает вообще никаких проблем. Это больше относится именно к тем людям, которые за короткий срок едут туда и обратно. Вот эти люди едут из Крыма на материковую часть за деталями для мельницы. Спрашивают, смогут ли их провести. 50 кг – це на продукцію. І 50 кг на автомобіль в бік Криму. Да, Це саме продукція. Якщо це технічні засоби, тобто якісь інструменти або деталі, то це вже питання буде вирішуватися безпосередньо на місці нашим керівництвом. Рассказывают и о ситуации с продуктами на полуострове. Я вчера зашел в магазин, яиц нет. Есть только в Меганоме по центру стоят лотки, 20 штук, взял себе десяток, но уже в упаковке приобрести пока не получилось у меня. Кто понимает, что происходит, тот понимает, кто не понимает, тот недоволен. Как всегда, виновата Америка. А это уже блокпост на Чаплынке. В отличие от Каланчака, машин меньше. В основном едут из Крыма. О том, что с материка можно везти не более 50 килограммов продуктов, знают. Не берем колбаски. И сальца нет? Бывает иногда сальца. Как без сальца? Мы же привыкли с салом. Ну, пропускаете? Ну, на российской не пропускают. Вообще не пропускают? Сюда в карман и поехал. Килограммчика 2 и поехал. Сейчас на Чаплынке занимаются обустройством палаточного городка. Даже построили настоящую баню. Активист с позывным «Сусел» в обычной жизни строитель. Свои умения применил и на блокаде. Ну и вышла банька. Установили буржуйку, обложили кирпичом, утеплили. С поддона. Все это сделано с поддона обыкновенных. Они разбивались у нас. То есть обили снутри баннерами, пленкой, минватой обложили, пленкой понаружи. Все глинкой, по-старинному сделали, кирпич обложили красной глиной, положили немножко камней, чтобы они грелись, отдавали тепло и держали дольше. Обмыться ребята довольные все были. На Чангаре все спокойно. Из всех 3 блокпостов здесь проезжает меньше всего машин. Наталья Калинка, Лиля Зинедин, Асан Эминов, Заман, АТР. Директор крымской школы пожаловался на невыносимые условия работы и трудности в российской сфере образования. В этом он винит каких-то иностранных агентов. Подобное видеообращение выложил в сеть директор Заветнинской школы в Ленинском районе Евгений Никитин. В частности, он жалуется на проблемы с лицензированием школы и на то, что директор за свой счет должен платить за переоформление документов в соответствии с законодательством России. Проблема в том, что со вступлением в Российскую Федерацию, как счастливы бы мы не были, а мы действительно счастливы и в тот момент, и ныне, у меня лично, да и у многих, с кем я общаюсь по служебной лестнице, возникает подозрительное мнение о том, что наши руководители являются агентами иностранной разведки, как бы это ни смешно звучало. Все делается у нас в районе, для того, чтобы люди стали злыми и сделали соответствующие выводы. А люди, как известно, скоры на расправу, и виноватых находят быстро. Вот, мол, Россия виновата, вот, мол, там Путин виноват. А ведь Россия ни в чем не виновата. Россия наша Родина, наша мать. А вот те, кто сидит вот здесь, судя по всему, этого не понимают. Украина отреагировала на визит сербских политиков в Крым. Посольство Украины в Сербии направило ноту протеста лидерам Демократической партии Сербии и движения «Двери» в связи с их 3-дневным визитом в аннексированный Крым. На полуостров прибыла делегация в составе 8 человек сербских политиков патриотического блока, состоящего из членов Демократической партии Сербии. Президент партии Санда Рашкевич-Ивич на пресс-конференции в Симферополе заявила, что они на примере Крыма хотят инициировать референдум об отказе вхождения Сербии в Европейский Союз и возвращении Косово в республику. Также хотят заручиться поддержкой России по этому вопросу. Еще год назад мы сказали, что Косово – это Сербия, а Крым – это Россия. И Крым – Россия. Сербы крестились на Косово, русские крестились в Крыму, а там, где люди крестились, это их отчизна, и ее невозможно отнять. И поэтому очень важно, чтобы Россия поддержала наше предложение по поводу проведения референдума, а Крым является наилучшим местом начать вот эту кампанию референдума.
надо сначала сказать, что речь идет о внепарламентарной партии, которая, хотя имела все доступы к медиам, федеральным каналам, не успела перейти цензус и вообще сейчас находится вне парламента. Председатель этой партии после этого, он просто вышел оттуда, и теперь эта партия тоже была здесь, в Москве, как специальный гость Единой России, очень интересно. Они больше Крым, чтобы тут... Но они единственные, которые признают, что Крым часть России. Официальная позиция Сербии, что Крым не является частью России, а Украины, но все равно Сербия не выводит санкции России по этому поводу, поскольку Сербии сейчас придется сидеть на двух стульях между Москвой и Брюсселем. А вот эта партия, на самом деле, она просто такая маленькая, но со временем она, как сказать, она более стала русской, чем сербской. Число жертв землетрясения в Южной Азии достигло 311 человек. По официальным данным, в Пакистане 237 человек погибли, раненых более 1500, а в Афганистане 74 погибших, более 230 раненых. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов, длившееся меньше минуты, произошло накануне. Спасательные работы продолжаются. Землетрясение произошло в момент прямого эфира афганского телеканала «Ариана». همی اکنون زلزله شدید شهر کابل را می‌لرزاند و هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست. Извержение вулкана произошло в Азовском море. Инцидент сняли случайные свидетели. Это произошло в районе центрального пляжа станицы Голубицкой Темрюкского района. Выбросы были около 2 метров в высоту. Затем образовался грязевой остров продолговатой формы. Здесь грязевые извержения вулкана повторяются с периодичностью раз в несколько лет и не представляют опасности. 30 тысяч кустов представили на нынешнем балу хризантем в Крыму. Работники Никитского ботанического сада вывели 60 собственных сортов цветка. Детали 62-го бала хризантем далее в сюжете. 200 видов хризантем, многие из которых собственной селекции. В 62-й раз Никитский ботанический сад собрал у себя сотни гостей из разных уголков Крыма и не только, чтобы продемонстрировать буйство красок, ароматов и сочетаний прекрасного цветка. Мы сегодня проводим бал хризантем, и этот бал проводится в 62-й раз. То есть 54-го года мы проводим такие мероприятия, и это уже стало хорошей традицией. Самой главной и заметной на этом балу стала высаженная горшочными хризантемами карта Крыма. В этом году представлено много новых отечественных видов цветов собственной селекции. Наталья Смыкова, научный сотрудник лаборатории цветоводства, уверена, что в этот осенний месяц приятно получить красивый букет цветов. Но еще приятнее – это оказаться на поле цветущих хризантем. Наша выставка, как правило, является заключительным таким аккордом в цветении многих культур в Никитском ботаническом саду и является ярким воспоминанием, яркой вспышкой такой перед зимними, осенними, такими немножко пасмурными месяцами. Традиционно из всех видов цветов выбирали королеву и принцессу бала. Всем желающим абсолютно бесплатно дали возможность отправить открытку с пожеланиями в любой уголок Крыма. Так как хризантемы родом из Китая и Японии, на балу встречались девушки, одетые в национальные костюмы этих стран. Они дарили посетителям хокку – трехстишие, которые тоже посвящались хризантемам. Параллельно гостей бала развлекали песнями и танцами. Руководство Никитского ботанического сада надеется, что мероприятие будет посещать как можно больше людей и что дарить крымчанам красоту здесь будут и дальше. Мы хотим, чтобы Никитский сад был не только научным, но и культурным центром. Мы проводим здесь такие вот балы, выставки. Мы открываем художественную галерею, здесь проводим концерты «Сад сердца», которые у нас проходят, чтобы люди приезжали сюда, отдыхали и видели эту красоту. Потому что мы уверены, что если красота и не спасет мир, то точно сделает его лучше. Гости отблагодарили сотрудников сада своими яркими и положительными впечатлениями. Я в восторге и от Ялты, и от Никитского ботанического сада, и от бала хризантем. Прекрасная организация, прекрасно все
представлено, и прекрасные хризантемы, конечно же, впечатлений массы и только положительные. Вот когда услышала, что будет бал хризантем, я с Симферополя приехала посмотреть и поделиться впечатлениями просто со всеми. Сестру привезла с собой. Мне понравились цветы плюшевые мишки. Они очень красивые и нежные. На такое мероприятие я приезжая, и мне, честно, в восторге от этого всего. Самое положительное впечатление, я удивилась, что столько много народу с разных стран. И несмотря на дождик, все это так вот ярко, и все радуются, и впечатление у всех море. Все счастливы, потому что прикоснулись к такой красоте, к такой вот яркости. На цветущий сад можно будет посмотреть еще до конца ноября. Сусанна Ваитова, Заман, АТР. В помощь 4-летней крымчанке Эмине Чарах, у которой диагностировали врожденный порок сердца, в Симферополе состоялся концерт. Кроме этого, провели и аукцион. Организаторам удалось собрать почти 100 тысяч рублей. Асан Харидинов с песней «Ватаным», рэп-дуэт МДЖ Сиран 762 с премьерой песни «Хана Бах». Эти и другие звезды крымско-татарской эстрады выступили на благотворительном концерте, организованном группой крымско-татарских волонтеров. Организован для больных детей и вообще для нуждающихся наших братьев и сестер нашего народа. К сожалению, таких у нас немало, этого нельзя избежать. И по мере наших сил мы пытаемся им помочь. Как рассказал один из организаторов, все деньги, собранные на концерте, будут переданы на лечение 4-летней девочки Эмине Чарах. Врачи диагностировали у ребенка врожденный порок сердца, ДЦП, эпилепсию и почечную недостаточность. Сегодняшний, данный концерт не одному определенному ребенку, там нескольким людям. То есть это одному ребенку и одному взрослому человеку. Взрослого человека я, к сожалению, не могу назвать имени, потому что он попросил не разглашать этого. А ребенок Эмине Чарах, ей 4 годика, у нее сбор в сумме 250 тысяч рублей. Гости мероприятия отметили, подобные акции очень важны. С целью поддержания данной семьи мы очень сочувствуем ребенку и его родителям. Я надеюсь, что у него будет все хорошо. Я пришла на этот благотворительный концерт, чтобы помочь ребеночку и его семье в борьбе с этим заболеванием. Мне очень понравилось, я хочу чаще бывать на таких концертах, чтобы помогать людям и чтобы смотреть на мой народ, как выступает. По подсчетам волонтеров им удалось собрать около 100 тысяч рублей. Эльмаз Ибрамова, Эдем Асанов, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.